Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо зрителям, что смотрят нас. О ситуации с вирусом COVID-19 и вакцинации в мире буквально несколько слов. Дельта-штамм наступает агрессивно. Чтобы обезопасить себя и минимизировать летальность, многие страны, в том числе и с высоким уровнем развития, сегодня в лидерах по вакцинации. А как же мы? Мы расслабились. Вирус угрожает нашей жизни, а мы не поймем. Антиковидная халатность дает антирекордные цифры. Не буду загружать зрителей цифрами, это сделают участники обсуждения чуть позже. А пока в подтверждение моих слов напомним статистику по новым заболевшим коронавирусной инфекцией с 30 сентября. 165, 172, 150, 65, 119, 159 и антирекордная цифра за 12 октября 235. Эпидемия словно взлетела. 235 зараженных за сутки. Для Абхазии это много, и это не случайность. Антиковидная халатность дает антирекордные цифры. Так называется тема, которую мы сегодня обсуждаем с вами. Я обсуждаю эту тему вместе с министром здравоохранения Эдуардом Будбо, с главврачом Сухумской инфекционной больницы Астамуром Гуня, с министром просвещения Иналом Габеля, с председателем детского фонда Асидой Ломи. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо нашим зрителям, что они смотрят нас сегодня. Не буду тянуть время. Сразу же передаю слово министру здравоохранения, который, конечно, в теме на все 100%. Дайте нам, пожалуйста, сжатый ситуационный анализ, где мы сейчас находимся и что ждет нас завтра. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день присутствующим. Действительно, у нас ситуация в стране усугубляется. Мы все прекрасно видим, какой рост заболеваемости. Очевиден он, к сожалению, был прогнозируем с нашей стороны, со стороны медиков, после того, как мы увидели, как массово скапливаются люди, как ограничительные меры не работают. И вот сейчас, на данный этап времени, мы в 12 числа получили максимальный антирекорд, это 235 пациентов, которые были нами верифицированы. На сегодняшний день рост, к сожалению, он есть. Стационары республики, они заполняются. Сегодня ситуация такова, главный врач инфекционной больницы присутствует, 43 человека на данный момент в инфекционной больнице города Сухум. Айтар, российский мобильный военный госпиталь, тоже заполнен практически на 100%. 43 это пиковая цифра вообще? 44. Да, 44, да. Российский военный госпиталь тоже на пике своих возможностей работает. Сегодня 96 пациентов. Были несколько дней назад цифры 97 и 98 человек. Гудаутский ковидный госпиталь также у нас заполняется. Буквально в пятницу открыто было одно отделение дополнительно. После того, как оно было заполнено, в понедельник, во вторник и ближе к вечеру понедельника дополнительное отделение было открыто на 4-м этаже основного корпуса. Больные туда тоже поступают. Ситуация, к сожалению, остается крайне сложной. Скажите, ситуацию можно назвать турбулентной, да, сейчас, именно, когда мы это обсуждаем, и таких ситуаций было, наверное, несколько. Может быть, это даже вторая такая сильная ситуация, сложная. Какой тактики или же какой стратегии должны придерживаться все? Это и система здравоохранения, и власти в целом, и граждане нашей страны. Какая я хотел должна бы быть пояснить стратегия? за время моей работы, те пиковые нагрузки, которые мы проходили всем медицинским сообществом в июле месяце, в августе месяце. Сегодня мы практически подходим к этим пиковым нагрузкам. Также очень достаточно сложная ситуация.
Тут, наверное, вот так сказать, что только на медицинское сообщество ложится нагрузка, это, наверное, не совсем правильно. На всю республику, на все сферы ложится нагрузка, потому что, ну, один Минздрав тут никак своими силами не справится, что бы мы ни делали. Нам со всех сфер нужна помощь, и она, конечно, приходит, но я еще раз хотел бы вот обратиться к нашему населению. Мы же все прекрасно понимаем, когда происходит массовое скопление народа, инфекция распространяется, увеличивается количество заболевших. Вот с этим надо на это надо сделать акцент. Мы сами, наверное, нарушаем те меры, которые руководство нашей страны, в ограничительные меры. Мы все прекрасно знаем, что проходят торжественные мероприятия, свадьбы, поминки с большим количеством людей. И после этого, как люди скапливаются, мы получаем вот такой отсроченный на какой-то период времени момент, когда люди уже заболевшие поступают в лечебное учреждение не просто в какой-то легкой форме, а уже достаточно тяжелой форме, когда требуются определенные виды препаратов. Это все несет колоссальную нагрузку на всю систему здравоохранения. Я думаю, вот Астамур Карбевич может сейчас сказать, вот, допустим, сегодняшнюю реальную ситуацию, вот вы сегодня из красной зоны вернулись, вот сейчас буквально полчаса назад, вот какая ситуация, я думаю, может и нашим гражданам тоже надо просто разъяснить, что это не все так просто, и большая нагрузка ложится и на медперсонал, и на все Спасибо, сообщество. Эдуард Валерьевич. Вы немножечко еще мои функции тоже Всё, выполняете. я. Нет, спасибо. Наоборот, вы всё мне там. помогаете. Вы мне помогаете, поправляйте. потому что вы, кстати говоря, предугадали. Конечно, я обязательно после вас не могла не предоставить слово именно Астамуру Гуни, потому что мы вот знаем весь этот тяжелый период, вот, что происходит в этой больнице, в которой, в принципе, можно сказать, перед пандемией уже ничего не было. Просто это была раскуроченная больница, какая-то обескровленная и так далее. Историю больницы не будем говорить, но за короткое время я понимаю, что есть поддержка со стороны власти, руководства страны, со стороны администрации города, знаю о вкладе мэра города нашего, Министерства здравоохранения, и в результате настолько мобильно сегодня эта больница работает. Конечно, везде важно, конечно, какие возможности и какие способности у руководителя. Это, наверное, в любой отрасли, в любом учреждении. И мы за вами наблюдаем. И, кстати говоря, вот не умею абсолютно льстить, но я думаю, что я выражаю мнение очень многих людей. Они благодарны вам за то, что вы так вот хорошо смогли организовать работу в этой больнице. Вы прямо с красной зоны, тут до начала эфира некоторые даже испугались, с красной зоны, а где он будет садиться? Да, с кем рядом и так далее. Мы решили докторов посадить вместе рядом, да. Так что мы себя немножко обезопасили, товарищи. Да. Вот, да, ну вот на самом деле немножко другой этап сейчас, и вы, конечно, находясь в красной зоне, находясь в этой больнице 24 часа, наверное, замечаете какие-то важные особенности вот этого периода заболеваемости, что вот меняется, что происходит, и есть ли такие моменты, когда кажется, вот, ну, полный коллапс, ты не знаешь, это что-то новое, и надо придумать новое лечение и так далее. Вот такие бывают ситуации, или внештатных таких ситуаций не бывает, и вы каждый раз готовы все-таки быстро отреагировать на то, что происходит, то есть на изменения, которые проявляются у пациентов. Да, безусловно, конечно, есть какие-то особенности, особенно вот этот дельта-штамм, который новый, да, относительно новый. В самом начале появления этого штамма мы поняли, в принципе, мы были готовы к нему, мы же тоже общаемся с разными организациями, даже с Всемирной организацией здравоохранения мы проводим периодически телемосты. Вот с московскими больницами, с российскими больницами, с разными. Вот мы были более или менее готовы, но, как оказалось, периодически вот, в течение вот этого времени мутирует все-таки даже этот дельта-штамм. Даже вот к этому времени он видоизменился опять. То есть с каждым днем мы наблюдаем, что становится тяжелее лечить больных. То есть, если мы раньше могли вот, в один период однократного применения биопрепаратов было достаточно, сейчас вот последние, там, допустим, 2-3 недели уже и однократного применения мало, двухкратное, трехкратное применение. Сами знаете, как тяжело достаются эти препараты. Сегодня, сломя голову, все наши граждане ищут эти препараты на территории Абхазии, там, в сопредельных государствах.
Насколько это возможно, нас снабжает Министерство здравоохранения, государство, но это такое большое количество, что, естественно, в полной мере справиться это невозможно на самом деле. Что это очень дорогостоящие, очень востребованные препараты во всем мире. Поэтому прям массово закупить их тоже нет возможности. Вот это одно. Еще такая особенность, естественно, почему-то это вот у нас ярко выражено, да, из поступающих больных, из тяжелобольных, процент привитых больных очень низкий. Практически 0,1%, по всей видимости. Все в основном непривитые больные. Вот. Неоднократно с разных площадок мы обращались к нашим гражданам. Вот, плюсы, преимущества вакцинации. Ну, почему-то не смогли мы донести. Видимо, антипрививочные меры, все вот эта информация, которая распространяется в разных социальных сетях против прививки, в общем-то, они имеют большие действия, чем наши слова. Даже вот бывает, к нашим больным обращаемся, когда ваше здоровье, ваша жизнь под угрозой, вы обращаетесь к нам, вы к нам прислушиваетесь, вы доверяете нам свою жизнь. Почему вы нас не слушаете, когда мы говорим, что надо прививаться? Почему там наши слова не авторитетны? С чем это связано? Ну вот интересно, вот сейчас, когда 235 человек заразилось за сутки, это 12 октября, да, мы как антирекорд, значит, обсуждаем эту цифру, по городу Сухум было 219. Это говорит о том, что наибольшая заболеваемость именно в столице, и понятно, что и население здесь больше и так далее. Вот скажите, 212 человек у них было выявлено, ну а вот поступают в больницы, ну в вашу больницу, в другие, значит, центры. Интересно, приблизительно сколько человек или какой процент? Вот из этих 235 человек, сколько человек, скажем, попало в итоге в ковид-центры? Ну, как правило, они все вот первые дни заболевания поступают в поликлиники в большей мере. К нам они поступают где-то, наверное, с 5-6 дня заболевания, когда уже какие-то осложнения в виде пневмонии там, или других проявлений. Но вот все-таки вот буквально вот в тот период как раз обращаемость у нас в приемное отделение увеличилась в разы. То есть они просто приходят, консультируются и уходят, мы их не госпитализируем. Но именно вот в тот момент мы заметили, что в районе как минимум 100 обращений, в приемное отделение. Вот. Это не считая тех, кого мы госпитализировали. Естественно, на нас тоже это отражается. Это дополнительная нагрузка для нас. Мы занимаемся стационарными больными. Они, как правило, все тяжелые. И нам приходится отвлекаться, может, это неправильно, я выражаюсь, но на амбулаторных больных. То есть те люди, которые просто приходят проконсультироваться, прокапаться, там, посмотреть. Вот. Да. Вот. В тот период их было много, и в данный момент то же Но самое. им же тоже нужно оказывать помощь, Ну, понимаете? конечно, да, в том-то и там. дело, да. Поэтому да. нагрузка на лечебное учреждение, она колоссальна. Вот что я хочу сказать. Да. То есть вы по двум направлениям работаете, вот стационар, еще амбулаторно, Да, амбулаторные, тоже там поддерживаете, производим, помогаете да, вот, людям? инфузии, капельницы, уколы и все остальное. Это в нескольких местах в городе. Вот ковид-центр, который располагался на Красном мосту, наша больница, ну и в какой-то мере детская поликлиника, детская больница. Вот. Спасибо большое. Вот когда много людей вот поступает, да, вот за раз как-то, да, понятно, что какая-то волна там произошла. Вообще вы с ними общаетесь, с пациентами, они говорят вот вообще, где это могло с ними случиться, и не жалеют о том, что они вот заразились, если они, конечно, были на каком-то массовом мероприятии, они в этом признаются? Да, как правило. Вы знаете, да, они признаются и жалеют, естественно, но именно вот в тот период, когда они попадают в больницу, на больничную койку, именно в этот момент. Вот сегодня буквально у меня был случай такой, перед эфиром я вот только вышел с красной зоны, у нас тяжелая больная, ее дочь интересовалась ее состоянием. Я, естественно, спрашиваю, а вы прививались? Она говорит, нет, и она говорит, что она не собирается. Вот у нее яркий пример. Тяжелое состояние, мы не знаем, как все у нее обойдется, вот как будет развиваться заболевание у ее матери. И это для нее абсолютно не урок, это абсолютно для нее ничего. Она вот мне утверждает, что она не будет прививаться по неизвестным причинам. Аргументированно почему, она сказать не может, естественно. И вот так вот в основном все наши граждане.
Они не могут сказать, почему они не хотят это сделать. Хорошо. Могу, если Ага, позволите, тоже да-да-да. сказать Ага. пример из жизни. Человек не болел, обратился ко мне с просьбой о том, что направить на ПЦР диагностику, температура там и так далее. На мой вопрос: вы прививались? Нет, я не прививалась и так далее. Как это я могла допустить, что я не прививалась? Ну, понимает человек, что она лихорадит, у нее температура, она едет на ПЦР-исследование, что большая вероятность того, что у нее будет там ковид и так далее. Она говорит: да, я сделала глубокую ошибку, я не прививалась, вот я там все осознаю и так далее. Делает ПЦР-диагностику, у нее отрицательный тест на ПЦР. Ну, слава Потом она богу. мне перезванивает, и я ей говорю: ну, слава богу, надо вам привиться. И все, тишина, и человек после того, как вот получил отрицательный тест, как будто все в этой жизни у нее поменялось, она от своих слов как бы отказалась и опять не хочет прививаться, не знаю. Тот момент, когда залихорадила, хотела прививаться, а потом, когда вот этот момент тоже непонятный. Надо прививаться, это сохраняет наши жизни. Мы вот с коллегой сидим, мы все привиты. Ходим Ну, в я, красную например, зону в том В том числе и регулярно. наши родители. И родители. Я привил мать 73 Естественно, года, то дядю же самое. 86 Мы лет. будем о вакцинации Будем, говорить. пока нет, пока нет. Да, Они- вот и членов семьи мы все привиты. Но Это... есть люди, которые переболели, имеют много антител. Ну, понятно, например. есть показания. Вот у меня есть Ну, они. понятно, есть показания Я определенные. жду. Мы Если сейчас бы у меня говорим... был бы Естественно. ноль, я бы Хорошо. пошла. Давайте вот Тут чуть- еще, я извиняюсь, вот хочу добавить еще, вот, наверное, тут еще надо сказать о медработниках, да, наших коллегах. У нас был случай, тоже вот я не буду называть, наверное, фамилию, но медработник, доктор, которая пропагандировала это самое, что как бы Не нужно защитные, прививаться. да, маски и все остальное, дистанцию можно не соблюдать, что это все придумано, что этого всего нет. Естественно, по поводу прививки такое же отношение. Ну что вы думаете, она попала к нам в тяжеленном состоянии. Мы ее выхаживали в реанимации, ну, в районе месяца она лежала на ИВЛ. Вот мы ее выходили. Объем поражений там, по-моему, Объем до поражения 90. в районе 90% было. Ужас. Вот. То есть наша вина в этом тоже есть. Даже вот на сегодняшний день наши некоторые медработники абсолютно против этого всего, абсолютно не аргументированно. Да, спасибо большое. Я вот, наверное, к этому вопросу чуть попозже подойду. Вот сейчас вот хочу обратиться вот к министру просвещения, потому что недавно, кстати говоря, Абхазское телевидение записало интервью у заведующего управления здравоохранения администрации города Сухум Ирмы Волба. И вот она в своем интервью говорит о том, что началось все, вот эта волна, которая сейчас начинается, началось со школ. Вот она потом говорила, конечно, о том, как мы праздновали День Победы, и потом митинги, свадьбы, похороны, поминки и так далее. Но начала она со школы, поэтому многие, кстати говоря, когда дети пошли в школу, с одной стороны, конечно, обрадовались, что вот эти длительные такие каникулы, они закончились, а с другой стороны, все ожидали, что это чревато, в общем-то, для общества. Да. Какая ситуация в целом в школах по Абхазии и по районам? На сегодняшний день у нас 85 заболевших педагогов, а из числа детей у нас это 252 человека. В процентном соотношении, соответственно, это 2 и 1%, чуть меньше 1%. Не могу сказать, что ситуация критическая в системе образования, но с учетом в целом, да, цифр, мы готовы предпринимать меры. Соответственно, со стороны Министерства здравоохранения поступило предложение рассмотреть возможность следующую неделю сделать каникулярной, например. Мы это на координационном штабе сегодня обсуждали. К 5 часам мы придем к какому-то еще мнению единому, представим это мнение премьер-министру страны. И хотел бы попросить наше население, особенно тех, да, кто связан со школой, любое решение принять с пониманием. Продлим мы каникулы, или они будут сдвинуты, или мы оставим все в прежнем режиме, или будем подходить по районам, да, ситуативно, как мы делаем сейчас. То есть мы будем в течение дня это еще раз обсуждать и выносить это, да, на решение Министерства просвещения. Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть, что даже если мы предпримем эту меру, да, сейчас увеличим длительность каникул,
никто не отменяет предыдущие меры. Да, вот все, что вы выше сказали, и министр сказал, такая ситуация из-за несоблюдения антиковидных мер. Да, все эти мероприятия, они вносят самую большую лепту в рост заболеваемости, не школа. Вот, хотя, по данным СЭС, за последние 1,5 месяца около 700 детей, 90% из них школьники, заболели. Вот. Но, Есть школы, которые закрыты. да, на данный момент, хотел бы снова повторить, сегодня я вот на координационном штабе это тоже говорил, закрыто 5 школ, соответственно, 2 школы у нас в Ачимчирском районе и 3 школы в Гальском районе. 40 В классов. Гагарском, В Галском. в Галском В Галском районе. районе 3 школы, да, сейчас на самоизоляции. На временной самоизоляции также у нас 40 классов. Когда выявляется один ребенок, класс уходит на недельную, значит, и самоизоляцию. Какова ситуация в 10-й школе? Много разговоров Да, вокруг того, что там 10-я заболевают школа, тоже 10-я дети. школа была в очень плачевном состоянии в этом отношении. Она была тоже на карантине. Там порядка 7-8 педагогов, если мне не изменяет память, заболело единовременно. И, соответственно, было принято решение о ее закрытии. Сейчас ситуация стабилизировалась. Вот сегодня мэр тоже об этом говорил, что это привело в тонус коллектив школы. Все более тщательнее наблюдаются, да, соблюдение норм, всех термометрия, антисептики, ношение масок педагогическим коллективам. Отдельный вопрос вакцинации, то, что вы уже обсудили, да, он идет, этот процесс, но медленно. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что если у вас, дорогие коллеги, дорогие педагоги, нет медицинского отвода, пожалуйста, обратитесь в районную поликлинику. В Сухуми нам Минздрав специально выделил Синопскую поликлинику, поэтому у вас эта возможность есть, воспользуйтесь ей, да, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье коллег. Хорошо, вы о себе не позаботились, мы позаботитесь о окружающих. У нас были случаи как раз и в 10-й школе, когда педагог, не зная, что он болеет, он заражает остальных. Вот это самое плохое. Поэтому предохраните, да, сохраните себя, здоровье окружающих, детей. Вот мы сегодня тоже подчеркивали, и премьер-министр сказал, что здоровье детей. У нас тоже сложно, да, за этим процессом контролировать. Вот, Ну, заболевшие дети как себя чувствуют, как они переносят? У вас все есть по-разному, информация? по-разному переносят. Но есть кто тяжело переносит? Есть. Министр здравоохранения может уже подробнее тоже, наверное, рассказать. Вот буквально там несколько часов назад мы подчеркивали, один реаниматолог детский на всю страну. Только один. Ужас. Поэтому у нас и кадров нету соответствующих. Соответственно, мы должны подумать еще раз, 10 раз. Пойти на свадьбу или нет, Среди организовать эту заболевших свадьбу были или нет. ребята, которым нужна была реанимация? Валерий Иванович, вы, наверное, больше Не было знаете. таких тяжелых, да? Ну, слава богу, хоть так. Вот. Вот скажем, Но есть такие, у которых температура 39 по 3-4 дня не падает. При том, что... Просто я знаю таких, у которых не, при капельницах, там, при всем этом не могли это никак спустить. Ну, потом, ну, слава ужасное богу, состояние, дети представляю, выздоровели, да. но опасность нескольких дней, вы сами знаете это. Я не ходила ни на какие свадьбы. Вот как только началась вот эта пандемия, да, и у нас были эти ограничительные меры и так далее, я соблюдала абсолютно все. И даже есть люди, которые мне сегодня говорят, ты все время маску одевала, как ты заболела. Ну вот кто-то оказался со мной в контакте, который мне, кстати, нехорошую форму какую-то передал, что я с изгылотом, вы же знаете, как Ну я да, сказала. вы тяжело Но дело в переболели. том, что если есть, ну, наверное, кто-то ведь спасается. Просто я хотела бы со своей стороны сказать тоже нашим людям о том, что я никогда не думала, что мы все-таки, когда кто-то умирает, относимся к этому с огромной состраданием, сочувствием. Понимаете, мы же, ну, когда кто-то умирает, близкий или не близкий, мы сожалеем об этом человеке и так далее. Но вот сейчас у меня такое ощущение появилось, что какая-то вот эта инерция, что ли, в нашем народе, что я думала, что если вдруг начнут много людей умирать, что мы как-то сможем остановить себя, остановить все вот эти... Одуматься. Да, одуматься, осознать, что это происходит с нами. Но выходит, что никто не осознает, и наоборот, вот заходишь в магазин, и ты видишь, что ты одна в маске, а все остальные без маски. Если ты скажешь, они тебе ответ дают, что уже или болели, или маска не влияет.
Да. Я говорю, ну почему весь мир воспользовался и добился какого-то спада, почему мы не хотим это сделать? Я, например, считаю, что Абхазия вообще могла не иметь эту пандемию и эпидемию. При таком маленьком населении, если бы мы соблюдали бы абсолютно все меры, то, и, извините, нам не надо было бы сюда вызывать российский госпиталь, и не надо было сегодня министру и врачам говорить о том, что они испытывают. Я, например, считаю, что все-таки на сознательность населения, оказывается, не надо вот так как бы опираться на эту сознательность. Получилось, что мы относимся к этому бессознательно, понимаете, и то, что несоблюдение идет этих ограничительных мер, ни одну свадьбу не остановили, ни одно увеселение вот это на 30 сентября. Вы знаете прекрасно, для нас это святой праздник, это все понятно, но это святой праздник не для того, чтобы танцевать в известных наших этих ресторанах и так далее. С одной, с другой стороны, это еще и грустный праздник, правда же? Но дело в том, что вот это скопление людей, оно привело к тому, что сегодня переполнены наши эти госпитали, и люди не знают, куда идти и что делать. Еще и хотела бы я сказать, что все-таки очень сильно влияет это и психологически на нас, на тех, кто уже переболел. Во-первых, нету никакого реабилитационного центра, правда? И нужно было бы все-таки, я думаю, подумать и правительству о том, что у нас люди, которые выходят из этого заболевания, что они должны пройти реабилитацию. Не все могут поехать себе позволить куда-то там в какие-то горные курорты и так далее. У нас здесь своя природа, слава богу, в таком состоянии, что мы можем сами себе это были позволить и людей, в принципе, реабилитировать. Потому что, вы видите, сейчас пошла волна, что люди, которые болели, опять начали уже по второму заболевать. кругу, да, Это уже во-вторых. Потом, заболевают. я еще раз хочу сказать, я понимаю медиков, я оказалась в руках медиков, вы понимаете это? И я видела, что они делали, и видела все, как им было трудно. Я представляю, что творится у вас, Астамур, в больнице, это я все представляю. Но дело в том, что люди не знают об этом, пока они не попадут в больницу. Понимаете? Вот, может быть, вот как-то вот вы все здесь обратились к людям и сказать, что не ждите вы этого заболевания, сделайте так, чтобы мы могли как можно избежать его и не заражаться. А для этого нужно просто подождать чуть-чуть. Я понимаю, что у людей есть свадьбы. Ну, мы не можем жизнь остановить. Люди должны жениться. И в конце концов, как наша нация будет приумножаться, если не будут, допустим, жениться люди, правда? Но немножко вот эти свадьбы, как-то вот именно в такое сложнейшее время. Мы ведь, считайте, мы находимся на необъявленной войне. Да, мы просто Да. очень изменились, Асида. Я Да. помню, после войны Да. создавались ведь семьи. Да. И я помню, мое поколение тоже вот в основном Да. в это время, значит, повыходили замуж, женились и так далее. Вообще, тогда мы считали, что это вообще стыдно вот в таких условиях, когда люди почти голодные, да, вот Да. играть свадьбу и так далее. Все Да. женились очень скромно, Да. минимум гостей и так далее. В таком небольшом формате создать семью, мы понимаем, Да. что семья нам нужна, это Да, опора семья нашего нам нужна. государства. Да. Но не большие свадьбы же. И вообще, когда ты собираешь такое количество людей, а потом с твоей свадьбы они попадают все в больницу, и Да. некоторые даже умирают, то я не знаю, потом как с этим чувством вот вины, или люди это не чувствуют, ты живешь. Да. Ну, кто-то же потом страдает, и всю жизнь с этим грузом он будет Да. жить. Вот, ну, я есть же считаю, что, примеры. как и вы, в общем-то, никакой, конечно, самодисциплины у нас Нет. нет, и иногда бывает, что понять это тоже несколько сложно, но, вы знаете, иногда некоторые даже вот говорят, и нас иногда пытаются обвинить в том, что не хватает вот информации, информационной поддержки. Я, честно говоря, прихожу в ярость, когда это слышу. От кого бы я не услышала? От депутатов, да, многих, которые сами ни черта, кстати говоря, не делают для того, чтобы вообще работать со своими избирателями, со своим электоратом, который их избрал и так далее. Вместо того, чтобы с ними встречаться, находиться в диалоге и объяснять им, что, слушайте, ну не может государство все это выдержать, давайте остановите людей, общайтесь, объясняйте и так далее, они начинают говорить, а вот вы знаете, информационной поддержки не хватает. Какой информационной поддержки? Мы в одно время до паники доводили людей. Вот сколько всего у нас вот было, мы потом сказали, ну это тоже, наверное, какая-то крайность,
крайностей. Вот немножко мы это отпустили, вот скажем, эту ситуацию чуть-чуть. И сейчас тоже, ну, каждый день, кстати говоря, ну, сводки оперативного штаба, да, мы передаем. читаю Так каждый часто вот у нас вот на экране министр, кстати, который абсолютно не стремится к экрану, но он вынужден это делать. И наши врачи, мы вообще достали Астамура Гуня, все время обращаемся в его больницу. И в одно время мы вообще не вылезали из Гудаутского госпиталя. И вот так вот мы работаем. Что информации мало, вот как вот скажем, если бы даже мы, абхазское телевидение, еще там другой канал, там СМИ другие, не особенно хорошо, вот скажем, освещали то, что происходит в этой сфере. Боже мой, все наши люди находятся в огромном информационном поле. Все основные российские каналы показывают у нас в Абхазии, и все смотрят и первый, и второй, и третий, и десятый, и так далее. Все, что связано, они знают уже чуть ли не на уровне врачей. Просто они этого понимать не хотят. Вот. С моей точки зрения, вот просто этого не хотят понимать. Вот. Шрокну қолап қарыма. Ахаким Шарыцхахшап. Вот я хочу сейчас спросить вот у врачей, если уровень заражения, вот скажем, ну, 235, это вот какой-то особый был скачок, но все равно 150, 160, 170, это ведь тоже очень много. Если будет скачок, либо останется вот на данном уровне в течение недели, две, что будет с нашими больницами? Вот так вам отвечу. Я думаю, и телезрители поймут, наверное, о чем я говорю. Вот те цифры, которые сегодня есть, да, допустим, вчера 171%, это очень высокие цифры, сами по себе они высокие, понимаете? Эти цифры, за этими цифрами люди, которым нужно оказать помощь. То есть 171 человек, который заболел коронавирусом, их надо лечить. Правильно? И надо ими заниматься. И каждый день увеличивается количество обратившихся в лечебное учреждение. Да, кто-то дома там какой-то период сидит, не обращается, потом в тяжелом состоянии уже попадает в лечебное учреждение. Но все, помимо того, что это само по себе дорогостоящее лечение, да, государство не жалеет ни в коей мере, там, не делает все. Президент, в ежедневном формате я докладываю президенту о ситуации по лечебным учреждениям, по вакцинации, премьер-министру докладываю в ежедневном формате. Да. Понимаете, руководство страны в курсе всех происходящих у нас дел, Минздрав отчитывается. И нам тоже задают вопросы, нам ставят задачи, которые мы решаем. Вот, по наполняемости отделений. Да, если будут такие цифры, как это было у нас, допустим, в июле месяце, когда 25-30 человек одномоментно в течение нескольких часов начинают поступать в то или иное лечебное учреждение, ну, вот, допустим, 44 пациента максимально может принять инфекционная больница, да? Да. И одномоментно поступает 30 больных. Это же коллапс? Да, это коллапс. Понимаем, да? Поэтому цифра 235, она очень серьезная. Это антирекорд, и которые мы неоднократно уже обращались к нашему населению. Да, мы обращаемся к нашему населению неоднократно. Вот медики мы постоянно говорим. Мы вот с Астамуром Карбеевичем уже какое-то время назад из красной зоны даже обещали, обращались к нашим гражданам и говорили, вот развернули камеру, показали пациентов, показали, в каких условиях они лечатся, показали, в каких условиях врачи работают. Врачи тоже люди. Такую колоссальную нагрузку получают наши медицинские коллеги. Это не просто там пойти куда-то, это надо одеться по форме средств индивидуальной защиты, посмотреть. И у нас погодные условия, жара, температура там бывало в летние периоды там под 40 градусов, понимаете? Это же надо потом грамотно все это правильно одевать. После того, как ты выходишь, чтобы ты мог контактировать с людьми и не заражать. Поэтому вот Астамур Карбеевич сегодня из красной зоны вышел, это не значит, что он может кого-то заразить. Он одевается по форме, понимаете? И вот так наши граждане, наши врачи тоже. И надо зайти, оказать достойную помощь, потом выйти, другая смена зайдет. Человеку тоже надо отдохнуть, понимаете? А количество больных растет и растет. И с каждым днем нам надо усиливать вот бригады
Надо отправлять бригады, понимаете? Это тоже немаловажный труд. Это надо сформировать бригаду, которая должна быть четко знать свои действия. Врачи, медсестры, ординаторы, дневные. Мы вот сидим с руководителями всех структурных подразделений, с главными врачами. Неоднократно вот так садимся и разбираем прям пофамильно. Да. Кто должен поехать, в какое отделение, какой врач, какая медсестра, какой ординатор. Это тоже такой труд достаточно серьезный для того, чтобы люди приехали туда и оценили. А у них тоже дети, семьи, кто-то болеет, у кого-то семейные есть сложности, проблемы, ахучкорыму по школах и цару, понимаете? Это все в кубе. А потом мы, когда видим, что, допустим, вот человек находится в красной зоне, там спасает, помогает, сутками находится. У нас главные врачи дома не бывают, я открыто вам скажу. Это не секрет. Я вижу, как работают. Вот главный врач, я не знаю, дома крайне редко бывает. Гудаутский главный врач, Ачемчирский, Гагрский, все коллеги наши, не обязательно главные врачи, коллеги тоже. Закончилось дежурство, это не значит, что человек взял и развернулся и сказал, все, моя смена закончилась, я пошел домой. Бывает, что остаются на полдня лишний раз, больных смотрят, тяжелых, на КТ надо повезти. Да, по телефону это отдельная история. Консультируют телефоны, вообще не останавливаются звонки. Да. У всех. Да. Ну и ночью. Ну, вы Не знаете, отключается. извините, я вас это перебиваю. Вот все, что вы говорите, полностью я с вами согласна. Понимаете? Есть вещи, которые Минздрав Абхазии сделать не сможет. Остановить этих людей, вот ограничительные меры, Вот, должно послушайте, проводить правительство. вот я вам сейчас скажу. Понимаете вот как это? Я вам сейчас скажу, вот, я боюсь, что я забуду это. Я как-то говорила в каком-то интервью, да? Если штраф не назначат, но не такой, который там 1000 рублей или 500, вот свадьбу ты сыграл и играй. Сыграл ты свадьбу, и ты должен получить штраф за это, и должен платить это в государство. Клянусь, это может их остановить. Вы понимаете, как остановить поток людей в больнице или в поликлинике или куда? Ну как остановить Да. человека Вот так и как ему место- объяснить, если он Да. знает, что он Я болеет, понимаю, у него положительный ПЦР, и вы он знаете, ходит в я гости, понимаю понимаете? очень Он ездит в хорошо, общественном транспорте. что у нас очень толерантное Вообще мы- правительство, да. президент, Мы вообще премьер-министр. уникальные Мы всё во это всех понимаем. отношениях. Но Вообще, есть люди, мы не понимаем. Я все-таки должно их что-то остановить же, правда? Как вы думаете? А как быть с вами? Люди Вот, меняют свою психологию после того, как они попадают в лечебное Да. учреждение, они заболели Да. ковидом, и у них совершенно Вот. меняется Корбеевич. Да. Да, Вот. вот это, Да. конечно, Получается, это каждый неэтично. должен пройти через Это Я больницу. неэтично, до- но до иногда хочется, что попадания- прям в красной зоне, я извиняюсь, умирающего больного, это Да. неэтично на самом деле, это нельзя, наверное, показывать, но вот умирающего человека, Да. вот человек абсолютно в ясном сознании от дыхательной недостаточности Погибает. Да. погибает. Я Что увидела это такое, это как этот человек своими выглядит, глазами. вот тот, Да. может такое показывать. Пережить до сих пор не могу. Хотя это, наверное, не совсем правильно Да. будет. Но может Да. что-то их остановит. Да. А потом, понимаете, вот стационар, допустим, у нас не так много стационаров, да, вот мы, допустим, инфекционная больница, госпиталь военный Гудаутская, ну, в каждом городе там... Онкологическое тоже открыли? Пока Нет, нет, разве? пока нет. Вот, допустим, 44 места, да, мы же не ежедневно принимаем этих больных, то есть 44 человека поступило, это же, как правило, тяжелые больные, мы их через день не выпишем, мы их через 10 дней не выпишем, то есть эти 44 пациента, если они тяжелые, они у нас будут лежать, кто-то в районе месяца, кто-то больше, кто-то чуть меньше, то есть оборот койки уменьшается, а больные будут каждый день добавляться вот в таком количестве, вот такая выявляемость от 150 до 250 человек ежедневно. Нам их надо будет куда-то размещать. Мы при всем желании, наверное, мы не сможем Оборудование развернуть, нужно и оборудование, и медработников не хватит. Поверьте мне, на пределе возможностей работаем. Ну, мы вот не я как жалуемся, раз-таки, но да, на да. пределе возможностей. Понимаете, у всех семьи, Ну, все с цепочку красной надо зоны порвать возвращаемся эту. к своим Да. семьям, потому что Не- невозможно год помогает, находиться в это не красной зоне помогает. безвылазно. Мы все возвращаемся к своим семьям. Да, и Люди друг- устали, да, и медработники другая- устали. На правительственном уровне они А должны потом объявить медработники, всё. как вот они видят, что они сутки отработали, Да. в тяжеленных условиях, приходят Да. домой, а у него по соседству свадьба на 300 человек. Ну, условно говорили, там компания, Очаровка, там или какие-то другие торжественные мероприятия. Мы же знаем, у нас маленькое общество. Кто бы что ни говорил, мы все прекрасно знаем, в каком районе какое мероприятие проходит. Не надо там Шерлока Холмсом быть, чтобы понимать звуковые сигналы. Едет какая-то там, допустим, эскортная ситуация, значит, какая-то свадьба, правильно? Да. Но мы же понимаем, что они не это, просто покататься выехали. Несмотря на Наверное, где-то они ограничительные будут меры, они это продолжать. делают открыто. Понимаете? Тогда надо открыто запретить Потом это вот
И объявить. поминки, в Да. том числе погибших от коронавируса больных, поминки. А когда вот поминки вот в деревнях, мы же видим, это какое количество людей задействовано, они же еще там готовят, Контактируют, конечно. посуду убирают, моют, они все время контактируют друг с другом, они же потом контактируют с теми, кого они сажают за стол и прочее. Это просто ужасно. Вот в последнее время мы бываем, конечно, на похоронах, но обычно зашли и вышли. Мне вообще кажется, что человек зашел, вышел, и вряд ли он заразится. А вот когда за стол сажают, вот я все время отказывалась со своими друзьями. Мы говорим, мы телевидение против того, что вы делаете, поэтому мы не садимся. И вот совсем недавно думаю, если пришлось в одном месте, и потом после этого несколько дней ждала, а вдруг я там заразилась. Ну, нарушать нельзя, но я к чему вот веду? Вот говорила Асида, наверное, о том, чтобы, вот, скажем, правительство, власть, чтобы она более жестко, значит, да, вот регулировала эти вопросы. Вот я хочу сказать вот о главах районов и сел. Да. Вот в городе, Сухум все-таки побольше с населением и так далее, немножко, может быть, другие проблемы, но в то же время вот я знаю, что там стараются банкетные залы вот эти как-то закрыли, вот, но, может быть, где-то идут нарушения. Возможно, есть факты, я и не могу сказать, но какой-то рычаг воздействия на что-то здесь все же имеется. Но в городе все равно, в большом городе это сложнее сделать. Но в районах, в селах, вот извините, в селе, если кто-то умер, понятно, что глава администрации, в каком бы доме это ни случилось, он попадает в этот дом. Да. Когда эта беда произошла, он же, если он авторитетный человек в этом селе, если его уважают, но он же может сказать, я вас очень прошу, не делайте вот это, вот нельзя сейчас этого делать. И если они говорят, что, ну, как это, неудобно, будем мы делать и так далее, я считаю, что если он уважает себя, он вообще должен сложить в себя полномочия. То же самое, я думаю, о главах района. Надо посмотреть по районам вообще, какая заболеваемость, какая заражаемость. Вообще они общаются с населением, они запрещают, ну просто даже устно. И надо вести диалоги, запрещать людям говорить. Никаких поминок. Ну вот приедем и будем разбираться, не ставьте нас в такое неловкое положение. Но я понимаю, что много других проблем, забот, все люди работают, чиновники, но... А в этом смысле вот как раз-таки надо работать больше, потому что в конечном итоге вот очень многое, что могло бы сделать государство для многодетных семей, да, для других пациентов, больных и так далее, для Тратят помощи на лекарства, больницам и так далее, на на что мы тратим? На что мы тратим? Содержать эти больницы. Вы же прекрасно понимаете, как это тяжело. Они Колоссальные думают, что деньги. эти деньги просто вот как будто они с неба падают. Но я вообще считаю, что вот на этом этапе здравоохранению должны помочь чиновники тоже. И депутаты. И еще вот на какой аспект я хотела бы обратить, когда я задавала вопрос, значит, если там ну, будет скачок или же на этом уровне какое-то время сохранится заражаемость, значит, я хотела услышать вас вот о чем. Ведь полно людей с другими заболеваниями. Люди не ковидные, но у людей какие-то плановые операции должны быть, обследования. И, кстати, из-за ситуации очень многие люди боятся идти в медицинские учреждения, боятся там заразиться. И они как-то терпят, понимаете? Их тоже жалко. Еще руки медиков, которые работают в этих медучреждениях, не доходят многих. Я слышу, если все восторгаются тем, как идет работа медиков в ковид-учреждениях, совсем обратное говорят вокруг других медицинских учреждений. Терапевта хорошего найти невозможно, там, я не знаю, там еще других врачей невозможно найти. Что будет на самом деле, если этот процесс не остановится? Вот если мы не будем соблюдать ограничительные меры, все наши стационары рано или поздно заполнятся тяжелыми больными ковидными. Мы никуда, врачи, не уйдем. Это наша родина, мы здесь будем до конца. Дело не в этом, но одни врачи не справятся, понимаете? Нас, все врачи тоже люди. Все тоже, знаете, устают. Тот период, который... это фактически такая же война, просто она невидимая. У нас война была отечественная на народа Абхазии по 92-93 года. А сейчас у нас невидимая война, понимаете? Те же самые ресурсы включены. Все, как говорится, на фронт. Фронт — это в данном случае борьба с ковидом. Но
Если, еще раз повторяюсь, если мы, самосознание наших граждан просто не будет срабатывать, ну как, я не знаю, просто как быть дальше. Ну, я вот хочу продолжить наш разговор, но теперь уже вот непосредственно поговорить о вакцинации. У нас у всех очень много информации о том, как это происходит в мире, вокруг нас, как это происходит. Мы знаем, что некоторые страны на самом деле в этом вопросе лидеры. Я вот недавно слушала о том, что в Дании, почему я беру Данию, она маленькая страна, вот поэтому 90% населения, они провакцинированы. Скажем, 80% в Испании, 80%, по-моему, уже в Великобритании. Ситуация не очень хорошая. Кстати говоря, в России где-то 31, вот около того, значит, не очень хорошая. И в этой связи вот тоже вот хотелось бы поговорить. Во-первых, есть ли у вас статистика, процент вакцинированных в Абхазии? Вот такая статистика имеется? Имеется база электронная? Да, мы занимаемся этим вопросом. Сейчас вот как раз сегодня вот компания Mobile представила уже практически готовую платформу. Мы вот всю эту информацию будем оцифровывать и переносить в носитель. Я уже как-то на одном из репортажей говорил, вернее на моей пресс-конференции, что у нас должен быть QR-код и так далее. Это цифровизация. Да. Мы к этому идем. Это тоже не одного дня работы, это кропотливый труд. Но есть у вас информация о том, что наши люди выезжают в Россию и там тоже вакцинируются? Есть такая информация, но у нас же паспорта есть и российские, у людей есть и российская прописка, паспорт внутренний, они по месту жительства едут и вакцинируются, получают там, допустим... Но все равно вы, наверное, считаете, что процент абсолютно незначительный, да, вакцинированных в Абхазии? Ну вот смотрите, у нас 6500 доз было вакцины. Закончились. Вот сейчас у нас из 5000 мы 3200 уже израсходовали. Вот и вся математика. И плюс, наверное, там незначительный процент людей, которые выезжают за пределы Абхазии, там вакцинируются. То есть мы хотим с таким низким процентом, я не знаю, там 1% или 2% противостоять пандемии. До того, как мы вот вакцинацию обсудим более подробно, пожалуйста, покажите нам небольшой опрос, вот, который наши корреспонденты прям буквально сегодня записали. Посмотрим, что думают наши граждане. Кстати, там нет никакой социологии, просто не выборочно как-то вот так вот вышли в город и записали, скажем, прохожих. Да. Давайте давайте Я покажите. уверена, что все против. Касаемо вакцинации, я, например, категорически против. Не то, что это от коронавируса непосредственно, а вообще любых прививок. Ну, не знаем, из чего вообще это все делается. Наоборот, какую заразу, как говорится, прививают нам. На мой взгляд, самый лучший вариант, самый лучший выход из всего, это природный иммунитет должен развиваться в любом случае в организме. Да, я привет. А как вы перенесли? Очень хорошо. Вообще, считайте, никаких побочных явлений я даже не почувствовал. Хоть в возрасте я уже спутником ВИ я привился, когда еще была первая партия у нас. Те, которые не прививаются, как вы относитесь к этому? Плохо очень рискуют, они близкими своими едут. Я, например, сама не делаю. Конечно, боюсь. Но я не думаю, что это выход. Я думаю о будущем, как это влияет на меня. А вы не боитесь, что вы заболеете и заразите окружающих, своих родных и близких? Стараюсь, чтобы не было личного контакта, не посещаю своих старших. диагнозгүй харгана меканик асартив шатаглазашасмамст. Иqatsatuzara khap уяха ажачимазара чарчгуялагы сасепши акуразмо хочики дабкалар qalотaqынты иqatsatuzар qalab. Нет. Почему? Не хочу. А почему не хотите? Боюсь. В принципе, я не привита, медработник, но я 2-3 раза переболела ковидом, поэтому пока у меня иммунитет нормальный. Ну, а если антитела у вас закончатся, вы не боитесь? Если антитела закончатся, конечно, надо прививаться обязательно. Это спасет жизнь не только себе, но и близким и родственникам. А почему вы не хотите? Чего вы боитесь? Знаю. А вы знаете о последствиях? Знаем. А вы считаете нужным делать прививку? Конечно, надо делать. Ну ладно. Да, есть понятно. вещи, которые вообще просто не стоит комментировать.
Ну да. Да, я думаю, что это Вот, бесполезный кстати говоря, Стамур говорил, что есть доктора, есть медики, которые против вакцинации, и, кстати, они на многих своих пациентов влияют. Да. влияют. Но вот скажите, если ограничительные меры не дают нужного результата, этот опыт, в общем-то, наверное, оценили во всем мире. И теперь уже в политике многих стран присутствует элемент принуждения. Вот хотелось бы узнать вот вашу точку зрения по поводу возможной принудительной вакцинации. Есть ли вообще другая альтернатива? Ну, как остановить эту пандемию? Весь мир пытается с помощью вакцинации это остановить, а вот у абхазов какой-то другой опыт, в общем-то. Что мы еще можем сделать другое для того, чтобы, в общем-то, сохранить наше общество, наших людей? Ну, наверное, в том числе надо такое тоже рассматривать. Я даже вот лично обращался, вот мы с вами обговаривали, Валерий Ильич, и такой вариант развития событий. Обращались и в парламент тоже, да, как-то вот. Что правовая база отсутствует, мы не можем такое сделать по принуждению. На сегодняшний день в Абхазии у нас это не получится сделать. Надо пересматривать кое-какие законы. А так, конечно, наверное, это надо рассматривать в перспективе. Потому что секрет успеха, вот какие бы ограничительные меры не были, какие бы они ни были жесткие, да, одними мерами процесс не остановить. То есть несколько составляющих. Это вот в момент вот этой вот изоляции провести максимальную иммунизацию населения. Вот как мы выше говорили, процент иммунизированных, ну сколько там, если в количественном отношении, там в районе 7-8 тысяч человек привиты, ну еще в районе 50 тысяч, наверное, которые переболели с иммунитетом. Пусть так будет, в районе 50 тысяч. Вы представляете, сколько еще материала, так скажем, сколько еще народа неиммунизированных, которые могут заболеть, которые могут распространить. Да. То есть жесткие меры плюс активная иммунизация. Пусть она будет принудительная, пусть она будет добровольная, но именно вот в момент вот этих вот жестких мер иммунизация. Только так мы можем остановить, по-другому никак. Зачем придумывать? Вот Китай, вот Ухань, да, откуда вот это все началось. Вы представляете, какое народонаселение, какое количество? Плотность населения какая. Как-то же они свели все это на минимум, как-то же они сумели это сделать. Там больше миллиарда полностью вакцинированных, насколько знаю. Больше миллиарда человек. В общем-то, ну, вот Новая это Зеландия другое общество организованное. Когда они начинают говорить, откуда вы это берете? Вот посмотрите в Новой Зеландии. Слушайте, посмотрите в Новой Зеландии, посмотрите в Абхазии, в Японии. Вот человеку сказали, вот туда не ходи, он не идет. Да. А у нас совершенно все по-другому. Не, наши люди размышляют, какой состав этой вакцины, на каком вирусе он сделан, и насколько там в 10-м поколении это повредит, ну, вот, понимаете, вот все какие-то вот особо вот разбирающиеся в медицине, в иммунологии, вот оказывается у нас. До момента заболевания. Да, до момента заболевания. Кстати, у нас есть иммунологи. Ну, вот есть, но в большом дефиците. Да. Вот интересно было бы их тоже послушать, потому что я иногда, например, людям, с которыми приходится спорить, начинаю говорить, что, знаете что, когда они говорят, что вот врачи сказали, не надо, не делайте, да, вот так вот, я говорю, врачи вот обычные, да, которые не занимаются вирусологией, там, вакцинами, иммунологией и так далее, они знают не намного больше, чем вы. Откуда они это знают? У них своя узкая специальность, да, специализация. Вот у нас была вот сейчас недавно впервые большая видеоконференция. Мы собрали всех наших коллег амбулаторного звена, стационарного звена, руководителей, заведующих отделений, главных врачей. Была видеоконференция с ведущим профессором, ковидологом, который работает в московской клинике номер 52, профессором Царенко. Вот он открыто сказал, что спасение – это вакцинация. Да. Понимаете, вот вакцинация, она должна быть. Да. Скажите, ну, вот... Ира, врачи, они, 3 курса, они учат общие предметы, они это все учат. Не имеет значения, если у него Вы понимаете, узкая специализация. мы личным примером постарались это показать. Вот
Валерьянович, все остальные, мы доктора, которые этим занимаются, мы привились. Еще когда даже, наверное, не было на территории Абхазии этого, мы тогда привились. Потом в легкой форме перенесли как-то, да, через какое-то время. Опять привились вот этим вот сегодняшним я привился спутником ВИ, да, да, в июле я прививался и ВИ, и Лайт, и все, и привили наших старших, да, вот наших родителей. Вот, ничего не является примером почему-то для наших граждан. Это парадоксально просто. Знаете, вот я привилась, и люди, которые, мои друзья, знают, что я привилась, они мне фейки все время присылают. Я вообще прослушаю, скорее всего, конец его выступления. И когда он начинает призывать там фейсбушников, еще кого-то, подписываться на его сайт и так далее, и я начинаю понимать, что этот человек хочет заработать на людях, на нас. И поэтому я всерьез такие фейки не воспринимаю. Но есть люди, которые воспринимают и все время рассылают вот эти фейковые выступления некоторых медиков. Все эти размышления заканчиваются на больничной койке, абсолютно. Все, там они уже все понимают и все знают. Да, дело в том, что вот у меня тоже вопрос к министру здравоохранения. Вот я понимаю, что вы говорите. Я за то, чтобы как-то суметь, чтобы эта болезнь остановилась у нас здесь в Абхазии, я имею в виду эпидемия. Но вот вы говорите вакцинироваться. А вакцины где? Если так подумать, вот это то, что осталось, получается, вот, 1500. Ну, давайте так, я вам отвечу тогда. Да, нет, извините, я сейчас просто скажу. Я считаю, что вакцины у нас должны быть, и об этом должно, естественно, думать правительство. Правда? Я вас ни в чем лично, ради бога, не обвиняю. Я просто хочу сказать, когда людям говорят, давайте вакцинироваться, поехать в Сочи, значит, туда 2 раза надо поехать. Масида, даже то, что привезли вакцину, она же давайте еще я отвечу, не израсходована. Задаете вопрос. Закрыли. Вот смотрите, приехали 6500 доз, правильно? Да. Мы сделали очень большими темпами эту вакцинацию. 250 человек в сутки у нас вакцинировалось. Темпы хорошие были, люди записывались, даже очередь была на какой-то там период, на месяц вперед и так далее. Говорили, хотим. Мы привезли вакцину вторую. Спустя какое-то время был небольшой перерыв, да? Да. Все, люди не делают. Не было вакцины, сказали бы, вот вы не привезли. Вот вакцина. Из 5000 доз 3000 сделано. По 25 человек в сутки мы делаем. У нас был один день, 7 человек по стране вакцинировалось. 7 человек. Вот сегодня Александр Валентинович на оперативном штабе, на координационном штабе об этом говорил. 7 человек. Вот я говорю, у нас есть. Закрыли вакцинации, да, у нас есть. Ненадобности. У нас есть вакцина. Пожалуйста, приходите вакцинируйте. Но эта вакцина, вот, следующая партия вакцины ведет, Light. подождите, да, вот сейчас мы говорим о той вакцине, которая в данный момент присутствует в стране. В наших морозильниках она лежит на складах хранения Минздрава. Как только приходит заявка, эта вакцина, она имеет определенные условия хранения морозильного. Вы поймите, что его просто так повезти, и потом человек не пришел и вернуть, это надо выкинуть эту вакцину, потому что она, после того, как разморозится, она должна быть использована в какой-то период времени. Как только это не получается, мы ее утилизируем. Понимаете? Вот у нас сегодня есть вакцина. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. Переговоры по поводу следующей партии вакцины ведутся на самом высоком уровне. Президент занимается этим вопросом. Я думаю, премьер-министр занимается. Вакцина будет. Знаете, что вот спутник ВИ, это вот занимает лидерские вот позиции, вот практически на первом месте в мире по эффективности считается. Но не спутник Лайт. Правда же? Спутник ВИ. Спутник Лайт, определенные условия. Это больше, конечно, для тех, кто уже переболел и есть какие-то антитела, это для них идеально. Но все равно 85% защиты. 85%, да. Или же вот кто первый компонент и второй компонент, и прошло после этого, там, допустим, больше года, привиться, опять допривиться вот этим спутником Лайт. Тоже очень хорошо, хорошая иммунизация считается. Ну, для первичного там в районе 80% иммунизации. Ну, тоже нормально. Это же лучше, чем ничего. Да, вот скажите, для наших зрителей, наверное, да, особенно для неверующих. Кстати говоря, обращаемость по вакцинации во многих странах она низкая. И в целом на Кавказе, вот я вот смотрела по другим республикам тоже, обращаемость вот такая, там тоже пытаются каким-то образом помочь этому процессу, потому что ведь никто не знает, как еще можно остановить пандемию. Здесь, понимаете, у нас мы приходим, у нас пункты вакцинации, врачи сидели персонально, спрашивают, аллергия, заболевания хронические, да, может это мы может знаем, да. В некоторых государствах автобус стоит у станции метро,
пришел, Да. сделал, дальше ушел. Ну да. В Армении Понимаете? вообще из Ирана приезжают. у Вот них как мы с тур нашими это. российскими коллегами тоже общаемся, понимаете? Мы говорим вот Актемра, там, допустим, Артлеги и так далее. Да. У нас действительно такое количество уходит, не даже во всех очень больших цивилизованных странах такого количества на одного пациента редко приходится. Да, совершенно Понимаете, верно. это... Да. Я вот у Астамура хотела спросить как раз-таки, часто аргумент у тех, кто не хочет вакцинироваться, вот вакцинированные, но заболели же, вот расскажите о них. Вот они заболели, попали к В вам. легкой Что? форме. Ну, Да. вы понимаете, это же не стопроцентно как бы гарантирует, что не заболеет человек. Конечно, может заболеть. Конечно же, может заболеть. Конечно, но переносят они гораздо легче. Вот у меня на этой неделе у нас в стационаре было 3 заболевших, вакцинированных. Абсолютно легко перенесли. То есть процент летальных случаев практически ничтожный у этой группы больных, у привитых. Поэтому... Ну, все-таки он есть. Ну, все-таки есть, конечно, но Нельзя совершенно исключать, ничтожный. у каждого Совершенно человека есть ничтожный. хронические заболевания. А если хотите другую статистику, вот в стационаре коронавирусной больницы, да, процент смертности это во всем мире практически в районе 30%. В реанимационном отделении в районе 75%. Процент смертности. Понимаете? Да. Раз уж заболел человек. Это не сравнить, наверное. Ну да, процент смертности, кстати, я смотрела по нашим соседям, грузинам тоже, там очень высокий процент смертности. شركنا قلب خارقة أحكيم شرط حشب Вот я хотела бы сейчас немножко пообщаться с Иналом Соломоновичем. Очень уже наши родители, учителя, дети, все хотели в школу. Все хотели, чтобы открыли вакцинироваться школы не и так хотят. далее. Сколько было шума, что правительство не понимает, не поддерживает. И, в общем-то, остановить этот процесс просто было невозможно. Пошли дети в школу. Да, дальше. Вот скажите, я помню, стоял вопрос о том, чтобы, я не знаю, кто это озвучивал, возможно, не вы озвучивали, может быть, город озвучивал, но что учителя должны вакцинироваться. Вот как вот здесь обстоят вот дела на самом деле, как учителя себя ведут, насколько активно они включились в этот процесс, или, я не знаю, но я понимаю, когда у человека есть причина не прививаться, скажем, медицинский отвод, как называется, да, это одно, но таких, наверное, не так уж много. Как ведут себя педагоги? На данный момент 530 человек вакцинировано из числа педагогического состава. Темпы не самые высокие. А сколько у нас всего учителей по Абхазии? 4000, порядка 4000 человек. Но это какой процент Это получается? до 20% До вакцинировано, 20%, менее да. 20%. Соответственно, мы призываем, опять повторяюсь, да, у тех, у кого нет медицинского отвода, справки о сопутствующих заболеваниях, которые не позволяют вакцинироваться, всем мы рекомендуем настоятельно с Министерством здравоохранения этой возможностью воспользоваться, прийти в районную поликлинику и сделать вакцину. Для сохранения своего здоровья и своих коллег и детей, конечно же. Вот. Темп, как я уже сказал, не самый высокий, но мы уже эту тему обсудили. Как еще, да, это мотивировать к этому? Личным примером, там, не знаю, приводить примеры других коллег, других стран, вот и так далее, и так далее. Там, ну, информационная поддержка телевидения должна быть. Интервью, может быть, с педагогами давайте организуем. Вот, кто как переносит, какие опасения. То есть любая вакцина вообще, это, наверное, практика человечества, она всегда воспринимается плохо. Любой учитель о ковиде знает больше, наверное, чем я даже. Все все знают, мы же да. понимаем. Но есть все равно опасения, да? И Да. это же главный ограничитель. То есть люди боятся, не хотят и так далее, и так далее. Вот чтобы эти опасения убрать, нужно, наверное, разжевывать, доносить уже до каждого точно. Вот, потому что не все, наверное, знают. Ну, мы же видели в Европе, когда ввели локдаун,
или же чуть меньше, там, скажем, более мягкие ограничительные меры, все равно люди, настолько им было тяжело, кстати, потому что там все было очень жестко. Они выходили на митинги, все крушили, вы видели, как они там дрались и выступали против политики, руководства, правительства, власти и так далее. Там ужасные вещи происходили. Но в конце концов все равно, посмотрите, даже Великобритания, которую очень сильно ругали, в конечном итоге сегодня мы имеем страну, где 80% населения полностью вакцинированы. То есть я думаю, что везде все-таки есть момент принуждения. Да, момент принуждения. Если ты не можешь прийти на работу не вакцинированным, кстати, в Москве ведь тоже во многих организациях, учреждениях, они просто не пустят тебя на работу. Я не знаю, на законодательном уровне были ли приняты решения, нормы правовые, которые позволяют вести себя таким образом, скажем, руководителям организации, но тем не менее, де-факто это происходит. Ты не вакцинирован, молодые, абсолютно молодые. Вот у меня дочка молодая, но ей пришлось провакцинироваться. На этом этапе И правильно сделали. есть ли другой выход из положения? Можем ли мы вот идти вот как мы идем вот сейчас, вот, да, получаем волны, гасим эти волны, получаем волны, мы гасим эти волны, собираемся жить таким образом еще, я не знаю, сколько лет. Либо все-таки мы будем работать в направлении все-таки, может быть, даже принудительной вакцинации. Сейчас кто-то может сказать, что это, наверное, телевидению заказали сверху. Да. Кстати говоря, никто вообще сегодня наверху, в руководстве и правительстве даже не знает, что мы с вами в этой студии обсуждаем этот вопрос. Просто мы читаем соцсети, мы пытаемся, кстати говоря, иметь обратную связь вот, с нашими зрителями, мы видим разные мнения, пытаемся их анализировать и так далее. И теперь вот видим больше людей, вот появляется все больше и больше, которые склоняются к этому. Но понятно, что это серьезное вот решение, но кто-то должен на себя это взять. Я не знаю, за все это время вообще пандемии было какое-то решение законодательного характера, вот, принятого парламентом в помощь медикам, в помощь ситуации, да, для разрешения эпидситуации, ну, там, что касается и штрафов, еще чего-то и так далее. И сейчас тоже, если будет приниматься решение, то на каком уровне это решение должно быть принято? Не знаю, сложный вопрос, но я думаю, вот я сторонник вакцинации, я за то, чтобы наши граждане вакцинировали. Мы все сторонники. Кому-то надо объяснить, может, кого-то надо за руку привести. Да. Понимаете? Да. Одно знаю точно, так продолжаться не может, вот, к вашему вопросу. Естественно, мы, медработники, да, вот, Валерий Ильич, вы знаете, мы с вами вместе, без выходных, абсолютно без субботы, без воскресенья, в течение года мы все заняты ковидом. Это одно. Мы, медики, естественно, мы будем бороться до конца, но человеческие возможности тоже не безграничны, понимаете? И плюс еще ресурсы государственные, я думаю, тоже не безграничны, они тоже, наверное, истощаются. Колоссальные деньги уходят на лечение одного стационарного больного. Это не считая биопрепараты, вот так скажите, называемые. биопрепараты, я просто сегодня на координационном штабе говорил, я хотел, чтобы вы сказали просто, Ставр Карбич. Вот есть биопрепараты, которые мы говорим дорогостоящие, есть другая группа препаратов, которые получают наши пациенты. Да, И совершенно верно. Вот сейчас совершенно верно. Это вот, сейчас... это вот разжижающие препараты. Биопрепараты это Актемра, Актлеги, Элсир, это у всех, которые на слуху, да, вот оставим их, да. Помимо этого наши больные коронавирусные получают лечение, все как один до последнего дня лечения получают разжижающие препараты, гормональные препараты. Они очень дорогостоящие препараты, их понимаете? Еще нету. Ну, у нас, слава богу, вот почему помощью, нет? Есть. Да, есть, абсолютно. Мы в 100%, этом не нуждаемся. Нас снабжают этими препаратами 100%, абсолютно. Это дексаметазон, это кликсан, фроксипарин, вот такие препараты, дорогущие препараты. Примерно курс на больного, наверное, курс от всех остальных препаратов, не считая биопрепаратов, в районе, ну, чтобы не соврать, в районе 200 тысяч обходится. На одного больного? На одного больного, чтобы вы понимали, да, на одного больного.
Вот. И я думаю, что ресурсы тоже не безграничны. Тут людские ресурсы, врачебные ресурсы тоже не безграничны, поэтому это долго продолжаться не может так. Надо что-то решать, надо, я не знаю, каким-то волевым решением или принудительной вакцинацией, или ну, что-то надо решать однозначно. Вот мы сегодня думаем, там, допустим, я хочу, чтобы вот наш вот обязательно пошел в эфир этот отрезок. Вот мы говорим дорогостоящие препараты, вот как сказал Астамир Карбеевич. Вот те препараты, которые помимо вот этих Актембра, Артлегия, они же по показаниям вводятся, правильно? Есть показания для введения того или иного препарата. Актембра, когда цитокиновый шторм, правильно, он вводится, есть определенные показания. Для того, чтобы дойти до этих показаний, надо анализы крови посмотреть, надо посмотреть массу показаний, надо посмотреть, вот, надо посмотреть кроворазжижающие препараты, там, флоксипарин, кликсан и так далее. Они же делаются по определенной схеме. Вот один стоит, допустим, столько-то, да, а его надо в день 4-5 раз, ну, условно говоря, может 2 раза надо делать, может 3 раза надо делать, но его надо делать. И вот так изо дня в день. А этот препарат, он тоже не дешево стоит. И когда на одного пациента выкладывается, ну, математика, ну, никто не говорит, да, государство делает и будет делать все для того, чтобы спасти наших граждан. Но вот так однозначно говорить, что вот это вот дорогостоя нету и все, там из-за этого коллапс, нет. Масса других препаратов, которые сегодня государство снабжает бесплатно наши лечебные учреждения. Еще раз хочу подчеркнуть, по ковиду бесплатно все идет. Да. И более того, еще в больнице никто никому деньги не даст. Тут еще надо учитывать то, что средства индивидуальной защиты, да, вот, которые, во что мы облачаемся, заходя в красную зону. Вот мы зайдем в день в 5 раз в красную зону, да, все сотрудники, мы 5 раз переодеваемся, чтобы вы понимали, потом утилизируется, только однократно можно это одеть. Колоссальное количество этих СИЗов, средств индивидуальной защиты, масок, этой формы и всего остального. Материально-техническое оснащение, это аппараты, это реанимационные, это кровати, это пульсоксиметры, это много чего. Это все стоит громадных, колоссальных денег. Осилить ли наше государство, осилим мы это все? Большой вопрос. Я еще бы хотел подчеркнуть, помимо ковида, с которым мы боремся, никто не отменял тот же аппендицит, детские какие-то заболевания, хирургия, терапия, там, инсульты, инфаркты, соматику, правильно? Мы с тем направлением тоже активно работает государство. Там тоже препараты, которые государство выделяет. Да, может, не всегда они есть там в наличии, есть сложности там, с доставкой, но занимаемся этим вопросом. Никто не отменял ни инфаркты, ни инсульты. Ковидом он как шел, ковид так идет, и непонятно, когда он закончится. Здесь работа тоже продолжается. Мы, несмотря на колоссальные усилия нашего медицинского сообщества, ни на один день плановые не остановили, хирургию не остановили, плановые наши консультации. Да, вы, Ирина Шотовна, вот сказали, что сложно найти там, допустим, терапевта там, и так далее. Конечно, они все в ковиде, они все уехали туда. Они в инфекционной больнице, в Гудаутах пошел человек на смену, понимаете, ротация. После того, как он отработал сутки, врач, ну ему же отдохнуть надо. Сяжами. В Гудаутской ЦРБ как минимум около 100 медработников заняты вот сутки. 100 медработников. Представляете, это все доктора, медсестры, младший медперсонал взяты из обычных рядовых больниц. Да. Ну, для нас это огромный ресурс, конечно. Это же не инфекционная больница со всеми своими сотрудниками была. Это была тоже рядовая больница, и заняты в ней рядовые врачи, те же терапевты, хирурги, урологи, травматологи. Они все переквалифицированы. Спасибо большое, Асида, давай, я пожалуйста. тоже, вот просто я много не буду говорить. Единственное, раз мы говорили о вакцинации, и слава богу, что есть хотя бы 500 чем-то учителей, потому что они все-таки себя как бы берегут. Получается, что вот как человек немножко должен понимать, что он уберегается от этого проклятого вируса, если сделает эту вакцину. Но я вот хотела бы все-таки, вот как бы я знаю, что говорят люди в обществе и так далее, если никак не получается, если идут столько времени переговоры, это «Спутник Лайт», ну, 2000, вот сейчас, надеюсь, после нашей передачи, может, люди пойдут, и эти 2000 тоже не останутся. Просто я считаю, что мы должны иметь больше еще какой-то, хотя бы выбор люди должны иметь. И вакцины должны быть, и спутник этот ВИ, и другие есть хорошие вакцины тоже. Ну, в идеале, наверное, да, но вы понимаете... В идеале, но у нас будет есть... спутник, захотят AstraZeneca, AstraZeneca захотят другой. Все Да, время ищут какие-то отговорки. же нету, правда?
если есть возможность, да, когда происходит какая-то эпидемия в каких-то странах, люди обращаются и используют очень много каналов, какие они могут. Понимаете, здесь нету такого пропагандировать одно это лекарство, а другое нет. Клексан где делается? Вы же знаете, где он? Естественно, Made конечно, in знаю. Germany или же Switzerland. Та же Актемра. Да она же тоже, вы помните, кто-то пишет, только швейцарскую Актемру, даже турецкую не хотят. Но мы Боятся, сегодня на координационном штабе говорили об этих аббревиатурах. Это все рожь иностранного производства, просто для рынка турецкого она делается. Она может также сделать этикетки на турецком языке, для Вы российского. имеете в виду Актемру? Да, она может для России быть на русском языке, для Японии там, на японском. Там, Но она на... очень дорогая. Понимаете? Наше государство может себе позволить Вы столько понимаете, Актемру мы покупать? не смотрим на цену. Да, мы хотим его купить. Я вам скажу, и во мы не Франции можем 900 купить. евро стоит. Нет, Мы вы не можем понимаете, купить. Асида, нигде невозможно найти такое количество, которое нам Официально необходимо одномоментно. Я это понимаю. Можно взять одну упаковку, 2, 3, но не 50, не 100, не 150. Нет, во всем мире дефицит этих препаратов. Пандемия это по всему миру, это не только Абхазия, Россия, там еще какие-то страны. По всему миру, поэтому дефицит. А потом еще, знаете, вот тому, что хочу сказать. Это я сейчас, может быть, я все-таки там не медик, но я заметила, что вот эту Актемру, да, они в других странах не так уж сильно употребляют, как у нас здесь. Вот как понять Ну, это? знаете, почему вам так кажется? Допустим, вот в соседней стране, в России, как дела обстоят? Вот Министерство здравоохранения там, или Департамент здравоохранения выделяет какое-то количество этой Актемры, ну, допустим, 10 упаковок в один стационар. Вот они пользуются этими 10 упаковками, когда они закончатся, врачи не имеют права писать родственникам, больным: приобретите такой или тот или иной препарат. Они просто пользуются и лечат теми препаратами, которые у них есть. Если была бы Актемра, или была бы возможность написать больному, это наиболее действенные препараты на сегодняшний день, наиболее действенные. Увещеваниями обеспечить дисциплину в этом смысле, да, то есть я имею в виду в антиковидном поведении. Я даже нашу тему сегодня назвала антиковидной халатностью. Да, честно говоря, это мое изобретение, скажем так, потому что поведение нашего общества, честно говоря, наших людей, я не знала, как обозвать. Но я и себя имею в виду, в том числе. В самом начале где-то Асида правильно говорила, что на самом деле мы не мегаполис. Нас очень мало на этой территории, и мы могли бы вести себя более аккуратно, и вот этой ситуации мы не имели бы. Я возвращаюсь обратно, извините меня, на вот День Победы. Кстати говоря, вот для того, чтобы у людей была возможность этот день вот как-то вот отметить дома, в этот день многие из нас очень грустят. Мы же это понимаем, какой ценой это досталось и так далее. Мы и радуемся, и грустим, и поэтому целый день наш канал был в прямом эфире. Человек, который работал на телевидении, знает, что такое целый день находиться в прямом эфире. Это было такое напряжение, которое мы выдержали, и мы думали, что мы сможем многих людей удержать у экрана. И, кстати говоря, многие люди нам потом звонили, писали, говорили: утром хотели выйти по делам, у нас не получилось, мы были просто прикованы к каналу. На улице мы видели большое количество людей, которые и не смотрели этот прямой эфир. Они были на площади, в Парке Славы. И мы вот наблюдали, кстати говоря, возложение в Парке Славы. Я смотрела и на наших чиновников, на организации, которые туда пришли. Премьер-министр был в маске, почему-то все остальные без маски. Сейчас мы, конечно, абсолютно расслабились. Правительство и парламент должны найти в результате тесного взаимодействия какое-то взаимопонимание и принять какое-то правовое решение, которое позволит нам привнести в нашу стратегию, извините, в борьбе с пандемией элемент принуждения. Это сугубо моя точка зрения. Если Россия вакцинирует свою молодежь в армии, студентов, медиков, педагогов и так далее, неужели они хотят убить всех своих людей? Вот это странно для меня. Это грузины говорят, что Кремль изобрел гибридное оружие там, это самое, в виде вакцины. Но мы-то понимаем, что это слишком сложный путь. Зачем так было? Нет, конечно. А некоторые говорят, что в Грузии создали, в Лугаре.
Сначала мы долго не верили в существование вируса и фейкам аплодировали. Теперь, похоронив несколько сотен близких нам людей, не верим в вакцину. Получается, даже инстинкт самосохранения не работает. Когда мы заражаем близких, и они умирают, что мы чувствуем? Списываем на ситуацию? Извините, конечно, но напрашиваются принудительные меры. Здоровья вам. До свидания.